Пейзажи Абхазии единственные в своем роде. Море, равнины и высокие горы со снежными вершинами, порфир и гранит, гранатовые и фиговые деревья, вместе с тем рябина и береза. Так писал об Абхазии известный швейцарский ученый и путешественник XIX века Фредерик де Буа. Именно с его слов о нашей родине начинается повествование фактов и событий из истории Абхазии в книге заслуженного деятеля культуры Мира Хаталашвили Иналы Па. Книга для чтения по истории Абхазии – это краткое описание природы и истории нашей страны с древнейших времен до упразднения Абхазского княжества в 1864 году. На презентацию издания, которое проходило в стенах Национальной библиотеки, пришли коллеги и друзья автора. Предисловие Мира Константиновна, вот как вы, ее коллеги, заметили, она говорит о том, что она будет интересна юному читателю, но на самом деле она интересна и ученому, и просто человеку, который интересуется историей, интересуется какими-то связями историческими, давними, культурой, наследием. И вы знаете, я вот просто за тот период работы мы несколько раз, и не несколько раз, мы часто беспокоили Миру Константиновну. Это был период, когда мы готовили «Старый Сухум», вот книгу Тая Георгиевна здесь помнит, и когда готовили юбилейный альбом к 100-летию музея. И мы всегда обращались к Мире Константиновне за таким экспертным мнением. И когда мы уже принесли, вот я помню этот альбом, с какой любовью она перелистывала, и она могла про любой из этих экземпляров очень долго рассказывать и говорить. Вы знаете, что история Абхазии очень много темных пятен. Бедная Абхазия страдает в этом отношении, много врагов. Но что делать? Приходится жить и как-то быть. И поэтому цель моя была привлечь молодежь к этому труду, чтобы они, может быть, больше заинтересовались историей Абхазии, и кое-кто из них начнет работать в этом направлении и внесет свой вклад в абхазоведение. Издание рассчитано на учащихся старших классов средних учебных заведений, студентов и преподавателей истории Абхазии, а также широкого круга читателей, интересующихся историей Абхазии. Книга написана на легком и доступном языке и прекрасно иллюстрирована. История ее создания берет начало с конца 1983 года, когда редакторы знаменитого детского абхазского журнала «Амцепс» Алексей Гогу и Геннадий Аламия предложили написать Мире Хаталашвили серию рассказов по истории Абхазии для детей. Они же и были первыми переводчиками текста с русского на абхазский. Затем переводом занимался уже новый главный редактор Сарион Таркил. Эти рассказы публиковались в журнале в течение многих лет, с февраля 1983 года вплоть до грузино-абхазской войны. Все годы, 80-е и начало 90-х, посвятила вот этому делу. Я писала эти рассказы, стараясь их сделать более простыми и легкими для усвоения детьми. Но мне, например, наш президент Владислав Григорьевич Шарзин предлагал переделать эти рассказы на учебник, но я категорически отказалась, потому что мне хотелось быть вольной и писать так, как я хочу, как я вижу, что я вижу, и как мне хочется это выразить на бумаге. И он согласился потом со мной. Хотя меня уговаривали очень многие, особенно Боча Адинджа, такой был искусствовед у нас. Но я отказалась. Многие страницы книги – это экскурсия в страны, история которых связана с историей Абхазии. Книга уже издавалась в 2010 году на абхазском языке. Начало было положено кандидатом филологических наук Ардой Ашуба. Мира Хаталашвили Иналы Па провела большую работу по детальному изучению и дополнению отдельных положений истории Абхазии. Книга, безусловно, является очень полезной. Она, можно сказать, многоплановая, поскольку она не ограничивается только историей Абхазии. Она, значит, развертывает историю тех стран, с которыми Абхазия соприкасалась. В этом я вижу только плюс, минуса здесь нет. Что касается абхазского, значит, варианта этой книги,
Я, значит, был редактором этой книги тоже. И ее переводили на абхазский язык 3 человека. Это Алексей Ночевич Буква, Гена Аламия и Садион Теркел. Но не буду я скрывать, что самый удачный перевод был это Гугу. Книга издана при поддержке Министерства культуры Абхазии к 90-летию автора. Ее планируют распределить по всем школьным библиотекам республики. Гугуцавардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.